Своим фермерским хозяйством Муса Гагиев обзавелся не так давно. Разведением крупно- и мелкорогатого скота занимается всего 4 года. Надо отметить, за столь небольшой срок КФХ превратилась в огромную ферму. Вот в молоднях мы закупили 100 голов. У нас были еще прошлогодние еще 11 голов. Сейчас в данное время у нас 80 голов. Вот здесь загон примерно 50 голов. Аналогично загон у нас там на 50 голов. Вот этот большой загон рассчитан на 100 голов. Мы вот недавно забили где-то 23 голов, продали мясо по 300 рублей. Наше руководство накануне вот праздники вот эти Мархаш раздавали как бы саву, и у нас закупили 23 голов. Бычки на откорме всего 7 месяцев, а весом уже впечатляют. Как за столь небольшой срок добиться таких результатов? Кто-то может подумать, что стремительный рост – результат применения специальных химдобавок. Однако Гагиевы давно зарекомендовали свою продукцию экологически чистой. А ответ прост. Муса придерживается своей особой методики разведения животных и подбора корма для скота. Усиленно мы их откармливаем, вот если в двух словах. Они свободно питаются, свободно ходят и развивается полноценно. Вот когда они ходят, у них может быть аппетит больше. Вот как появится аппетит, у нас, комбинируя корма автоматизированным способом, насыпаются вот эти бункера. И они ходят, по мере они как кушают, с бункеров сыпется в корыто этот корм. Потом они ходят, потом отдыхают. Я считаю, что вот свободный загон, это для них намного лучше. Это говорится о том, что если животное ходит, то этот корм по как бы организму лучше все это расходится и впитается как бы мясо. Ухаживать за таким огромным хозяйством несложно, признается Муса. Ведь он, как дипломированный строитель, спроектировал свою ферму так, чтобы максимально быстро делать повседневную работу. И я придумал вот эти вот бункера. Вот на эти бункера мы погрузчиком, автопогрузчиком ковшом набираем готовый корм. И там также мы их дробим. На дробилке у нас установлен тоже большой бункер двухкубовый. Зерно туда сыпет. Дробленый готовый корм набирает ковшом, высыпает вот эти бункера. В бункерах постоянно комбинированные корма. Они по мере аппетита подходят, кушают, а потом двигаются. Единственная трудность, с которой столкнулся фермер – нехватка земли. Муса уверен, что самостоятельно засеивая поля, можно добиться куда большего, ведь львиная доля бюджета уходит как раз на корм. Необходимо для развития, нужны разные вот эти вот культуры, чтобы комбинированные корма были качественные. А это у нас очень тяжело. Поэтому, когда у тебя будет земля, ты волен засеять то, что тебе надо, что необходимо. И по качеству то же самое. Загоны для скота на ферме уже есть, ангар с собственной дробилкой и большой двор. Однако на этом фермер останавливаться не намерен. В планах помимо продажи животных также и производство молочной продукции. Планируем развивать именно молочную породу коров. Помещение мы уже построили, как бы все готово, но пока сразу все не осилишь. КФХ семьи Гагиевых не просто разводит крупный и мелкий рогатый скот, но и помогает родному селу. В любое время обратиться, администрация, техники, КамАЗе, погрузчики, والله проблем мяс, наоборот, хугдю, шалдуар, айвах гервей, имети гервей, я хаже, с Бог блил бапу. Каждый шархулус, ах, лилбер дик бомби, лилбер беркети бомби, ярдю, дуаган, нахадю, ханцан дух хулцох, хабях каж нахадю, ада гулкуде. Впереди много работы, совсем скоро начнется уборка урожая, поэтому нужно успеть еще закупить корм. Словом, КФХ семьи Гагиевых имеет все шансы стать одним из крупнейших в нашем регионе. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.